Пожалуй, самый актуальный и ожидаемый вопрос, поднимаемый на сходе граждан, проблема водоснабжения. С наступлением летнего сезона вода во многих населенных пунктах, в том числе и на Зране, местами напрочь отсутствует. Закрытие автомоек мало чем помогло. Тем не менее, администрация города приняты все меры по обеспечению водоснабжения в городе. Организована замена основных задвижек и насосов на водоподъемной станции. Также для увеличения добычи воды заменены 3 насоса на более мощные в районе фабрики улицы Московская и Базоркина. Произведена замена ветхих водопроводных сетей по улицам Гекал, Орджоникидзе и так далее протяженностью более 7600 погонных метров. Местные жители не только заслушивают доклады чиновников, но и обращаются к ним с насущными проблемами. Марем Торжкоева живет в районе 105-го массива. Уже несколько лет женщину пытается выжить из квартиры собственный сосед. Дело дошло до судебных приставов. Я купила эту квартиру, отдала на руки деньги. Вот так заработала. Где вы купили? У кого? 105-й массиве, Новая улица. 105-й. А сейчас на население судили. Найти решение непростой ситуации местные власти Марем обещают. Еще одна насущная тема, волнующая все общество – аптечная наркомания. Среди молодежи. На сходе отмечают, статистика неуклонно растет вверх. Ездили в республику на пограничных наших постах ТТС, были пойманы на проверке несколько фактов, обнаружили ввоз вот этих веществ в сопредельных республик. К решению этой проблемы подключились и местные жители, которые предлагают свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. Так почему бы нам не вспомнить хорошую, прекрасную, старую и давно забытую традицию дружинников, например? Почему мы сидим и просто, может, я резко выражусь, но мы ноем о том, что у нас есть наркоманы, у нас есть преступность. Мы сидим и ждем от кого-то действий. Я лично не против сам в этом поучаствовать, выйти на улицу и в конце концов сам бороться в рамках, естественно, правовой ответственности с теми же нарушителями, наркоманами и так далее. С таким мнением в корне не согласны в региональном Минздраве. Лирика – жизненно необходимое лекарство для некоторых больных. Исключить ее из аптек просто невозможно. А рейды по лекарям, продающим лирику без рецепта – пустая трата времени. Ведь наркоманы свою дозу покупают у дилеров в специальных точках. Проблема будет решена только когда участковые будут выполнять свою работу в полном объеме, считают в Минздраве. Участковый должен знать, на его участке есть точка по спиртному и по наркомании, которая реализует это все. Он обязательно должен знать. Если он этим не занимается, зачем вообще нужен участковый? Извините за газ, за свет, как-нибудь уже другие службы доберутся до нас. И второе, если аптека на его участке находится, если уж по-другому не решается, то, пожалуйста, контролируйте аптеку в вечерние часы. Впрочем, аптечная наркомания далеко не единственная проблема в регионе. Криминогенная обстановка в целом тоже требует внимания, отмечает местный участковый. На текущий период на учете правоохранительных структур региона зарегистрировано 335 жителей. Освобожденных с мест лишения свободы 137. Лица, формально попадающие в административный надзор, 72. Кроме того, на учете МВД по ЕРИ состоят лица, состоящие в пользовании огнестрельного оружия, регистрированы на территории обслуживания по городу Назрань, 4538 полов. Зато показатели по здравоохранению радуют положительной динамикой. За последние 2 месяца открыты онкобольница в Плиево, перинатальный центр на Сыркорте и детская больница. Говорят и о том, что сделано в городе за последнее время. Так завершена реконструкция улицы Московская, а фабричная Евлоева и Джабагиева заасфальтированы. Заменены канализационные трубы, газовые и водопроводные сети. Амина Бокова, Султан Булгучев, Новости 24.